солнышко прям очень светит. Вот так вот, да? А, нет, она все равно, кажется, не закрывает. Чуть-чуть закрыл, да. А мы сейчас повернем, будет легче. Так, А то вас не видно практически. Да, я чувствую. Ну, Бахат есть, меня не надо было. Вот сейчас мы куда едем? Мы сейчас едем на 3 наших предприятия, то есть 3 члена ассоциации, которые в западной стороне Бишкека находятся. Это Продимпекс, которые выпускают консервную продукцию, переработкой плодовочной продукции они занимаются. Потом Экопродукт Азия, это органическая продукция, соки, там, переработанная продукция, и Центр продукт, они занимаются экспортом нашей сельхозпродукции. Какой именно? Ну, там фасоль, яблоки, овощи, фрукты, все то, что у нас выращивается в Казахстане. Да, Сонун. Вон же написано Сонун. Где? Вот, прям напротив вас. А, тогда за бычка надо ехать. Не, прямо, вот правильно показал? Нет, он оттуда проехал. Как в Сонун заехать, интересно? Все хорошо, первый светофор направо, третья улица направо. Сложно добираться, оказывается, да? Вы видите, производство старается на окраине города. Да. Во-первых, дешевле. А это не очень удобно потребителю. Вторая улица. Или здесь. Я вообще в этом районе первый раз. Я сам первый раз. Нет, по этой дороге я ездил. Я ни разу, вообще ни разу. По этой дороге я вот ездил. по той асфальт, да. По той дороге я часто ездил. А вот здесь я в этом районе первый раз. Это у нас Сонун, да? Да. Не знаю, это они? Туда? Территория огромная. Я, честно говоря, не знаю, да, мне кажется, лучше сейчас хозяин предприятия это расскажет сам. Не, вот полностью. написано Сонун. Сонун Агропродимпекс компания занимается переработкой овощей в основном. Вот. И вот мы сегодня на экскурсии в этой компании будем. Вы знаете, торговая марка Сонун, она очень известна у нас в Кыргызстане. Это консервация идет. По-моему, еще, кажется, у них есть еще сладкая линия, кажется, варенье, соленье, ложь крепков. Ну, зайдем, посмотрим. Это одно из тех предприятий, которое вошло в реестр вообще экспортеров на рынке ЕС. Именно имеет стандарты пищевой безопасности. И если как гражданин, например, если как фермеры, например, да, как гражданин, мне кажется, просто интересно было бы узнать, в каких условиях производится тот продукт пищевой, который я использую, покупаю. Переработка должна идти, да? Вот, как потенциальный партнер, в принципе, я думаю, это надо рассматривать именно с точки зрения именно долгосрочный потенциальный партнер. Мы первый раз в таком месте. Первый раз? Здрасте. Туристов часто принимаете? Здравствуйте. Ну, не так часто. Вот, только начинаем. Начинаете? Да. Все зашли, да? Да. Проходи. Да. Это новые позиции, премиальный джем, лимонный, яблоко, апельсин, еще есть облепиха и лимон яблоко. Это вы на экспорт или для внутреннего рынка? И так, и так. А по цене как она? По цене, ну, по цене для местного рынка достаточно доступная цена. Домашний рецепт, да?
Да, үйдүнүлөр рецебинен баягы. Негизи концертный немеде өндүрүштө любой неме рецепт плиткадан, кухнядан немеси өтөт да, цехке өтөт да. Биринчи жасайсың, немек анан жактыргандан кийин анан ошол ретинде тех картасын түшүп анан немеге өткөзөсүң да, производствого. Предварительно сейчас познакомились. Ну и как вам? Ваш только во двор, ну я очень много предприятий, компаний видел. И, честно говоря, ну, первое впечатление положительное очень у меня, честно говоря. Извините. Завод начинается с столовой. Завод начинается с запаха. Вкусная еда. Вкусная еда. То есть холодно, да? Кабинет. Понятно, сейчас не сезон, поэтому завод пока стоит, производство приостановлено. Но смотрите, сколько здесь всего. У вас итальянская технология? Ну, технология, в общем, по-разному же это получается. На разный вид продукции получается сам технологический. Ну, разрабатывается технологическая карта, технология, процесс, техпроцесс полностью. По этим техпроцессам мы работаем. Получается, мы рецептуру сначала разрабатываем. А рецепты наши, да, местные? Местные и украинские. Украинские, да? Да, полностью. А уникальность вашей продукции в чем? В натуральности полностью. Сырье, готовый продукт. Ну, мы изготавливаем полностью без консервантов натуральные продукты. Получается, это... Как объяснить вам? Ну, полностью натуральное, можно сказать. Только у да, нас такое. только у нас такое, без консервантов. Эта продукция, которая у вас складируется, она куда-то пойдет или вы просто ее храните? Нет, здесь же проходит она и упаковка, этикетка производится, и отсюда прям вот фуры и забирают на местный рынок, на экспорт, прямо отсюда и уезжать. То, что мы за год производим, в этом же году и оно и уходит всё на рынке. Там Казахстана, России и на местные рынки. Какое же впечатление? Очень круто здесь. Я теперь, кажется, буду покупать продукцию Сонум. Точно? Точно. А почему? Очень вкусно было, я первый раз попробовал продукцию. Мне понравился их дизайн упаковок, очень все профессионально сделано. Под впечатлением именно вот дизайна. Дизайна, да? Ну, вы еще не знаете, сколько, наверное, стоит. По стоимости, как она будет поступать. Да, это все. Я не знаю, сколько это стоит, но я думаю, нормально. Вы увидели здание и подумали сразу, что подход другой, да? Да, подход другой, надо другой. Добрый день.
Костя. Надо нажимать, наверное. Здесь вообще поле было, здесь такой же площадь. Ни коммуникации, ничего абсолютно. Участок, в принципе, компактный, здесь 1 гектар всего лишь. Вот. Ну, мы здесь, в принципе, разместились, как говорится, по-японски, да? Всем рекомендую пить морковный сок фирмы Organic. Экопродукт Азия. Еще раз, морковь в чистом виде, она родительная, без кислотности. Что, груша, да? Кто хочет? Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Кислая, да? Все, что на экспорт уходит, это только органик. Отсюда пар, да, я, наверное, сниму маску, чтобы вам рассказать. Пар в основном используется для пастеризации продукции. Также пар мы можем использовать как альтернативный источник отопления. Его фишка в том, что там 20 кубов сока, она при достаточном давлении и подаче пара, его можно хоть 100 лет хранить там в стерильных условиях. Да? Здесь в этих емкостях хранится соль. Эти установки используют соль для смягчения воды. Для чего это нужно? Оборудование тетрапак очень такое чувствительное. И вода прям должна вот быть идеальных характеристик, чтобы да, по мягкости, по жесткости, там, по цвету, по запаху, по всем параметрам. Вот труба, да, кирпичное здание. Очень большая территория. В таком японском, да, у него стиле? Заметили? За счет стеллажей глубинных я могу хранить 1000 тонн заготовок. Вот то, что вы видите в бочках, это заготовки, то, что мы называем полуфабрикаты. Это тот же Primogen, уже выдавленный, но хранящийся в бочках. Да, вот так асептический пакет. Это что нам позволяет? На самом деле опыт Чохта с 13 по 17 год, первые 4 года мы разливали сразу в ГП, то есть либо в стеклотару, либо в трешку, а потом вечно каждый год проблема. Допустим, в стекле у меня груша закончилась, а в 3-литровом есть. Там на следующий год абрикос закончился, и вот не угадаешь, да, а потом перелить уже не перельешь. А оказывается, во всем мире в бочке наливают, да, а потом в ГП. Собственной ошибкой как бы научились, да. И отсюда вот с этих ворот осуществляется кара, которая на улице стоит. Кыргызстанда ушундай чоң жакшылык биринчи жолу көрүп атам да. Жакшы, Кудай котконсун, өзүлөрү аябай жакшы. Европадагы бир компактный, жакшы салынган бир өндүрүшкө келип калгандай болуп атабыз. Такое отношение по системе безопасности видел в Америке. Когда мы вот так на один завод зашли, оделись полностью в 98 году. Нам потребовалось сколько лет? 20
2 года, чтобы к этому прийти, да? Ну, 20 лет как больше. Но я думаю, сейчас мы пойдем быстрыми темпами. Ух ты! Близко слишком к оборудованию не подходите, чтобы, опять-таки же, это ваша безопасность, чтобы там не повредить себя. Запах чистоты. Прям все так идеально. ISO 22 тысячи. Он вынуждает все вот это делать. Чем мне понравилось? Очень компактное оборудование, но вот этот пресс вроде бы компактный, но он 1 тонну перерабатывает в час. То есть если для сравнения, нет, это много. Если для сравнения посмотреть там советское оборудование, она бы заняла полцеха пресс и выдавливал бы также 1 тонну сока, да? Здесь измельчение, уже раздробленная масса попадает на ленточный пресс. Я же говорю, у нас основной конкурент Pepsi-Cola и Coca-Cola, которые за счет больших объемов демпингуют по цене. Производительность 7000 литров в час. Да. Это по факту. У тебя там 20 тонн, да? У меня там в каждом купажном танке по 20 тонн. То есть, в принципе, в смену мы можем развивать 60 тонн. Ваши впечатления какие? Ну, наверное, один из передовых заводов, перерабатывающих. Очень гордимся, что такие у нас появились предприятия. Как будто в Европе где-то. А так очень молодцы. Это любимые соки, продукция моих детей, моей семьи. Есть особые виды, которые мы постоянно берем, покупаем, ищем, когда их нету в некоторых полках. Вот. Такого качества, по-моему, только вот пару компаний здесь. Такого качества продукция должна производиться в таких вот условиях. Мы знаем. А качество стоит денег, и за это надо платить. Тоже линия такая щепетильная, кичне, имеет перелоса, там чуть-чуть мятина, все, она отбраковывает. Вроде казалось бы нормально. Мне очень понравилось здесь. Во-первых, все чисто, стерильно. Заходим в специальной одежде. И внутри у завода тоже очень чисто. Нравится. Ну, экспорт тоже у нас сильно. Вот только чистотой, да, вас привлекла? Вы сами употребляете этот продукт? Да, употребляю. В основном на праздниках. Вот эти большие коробочных. Не жалеете, что приняли участие в туре? Я вообще не жалею. Сама люблю такие выездные экскурсии, потому что, мне кажется, каждого человека кругозор расширяется, когда он смотрит, понимает. И вообще, очень, мне кажется, здорово для человека, для Не устали? развития. Нет. Могу еще дальше. Что за предприятие? Кыргызпродукт. Что вы производите? Овощи. У нас выращивание, хранение, переработка овощей. Это просто мойка.
Попробовали. Но запах мели нет. Получается голова. То есть он каждую камеру продукт выбираешь, допустим, вот морковь, да, и он сам автоматически держит. В зависимости там, от, да, в зависимости от влажности, там, погоды и так далее. То есть полностью у тебя на 4000 тонн, да? Да. Вкусный констакт. Получается вот это вот лук, сушеный лук, сушеная свекла и вот морковка сушеная. Такое пробовали? Нет, нет. Вам первый раз, да? Первый раз. Добавляют в консервы, его добавляют в детское питание, потом супы быстрого приготовления. Когда свежих овощей нету, они используют сушеные овощи. У нас это вообще не используется. У нас практически очень мало предприятий консервных, кто использует. А сколько процентов уходит на экспорт? 100%. Здесь посмотрите, какая чистота. Как все налажено, отлажено. Люди какие доброжелательные. Мне очень нравится. Очень.